Очередное оперативное совещание с активом города началось с обсуждения приятных новостей. В минувшую среду в Сибае было проведено мероприятие, посвященное подведению итогов уходящего года волонтера в России. Одним из достижений муниципалитета стала победа ученицы Сибайской гимназии Азалии Вагаповой, представляющей республику на всероссийском конкурсе «Добровольцы России» в номинации «Уверенные в будущем». Азалия вместе со своими одноклассниками организовала проект, который через театрализованные постановки сказок учит доброте. Другим громким событием, непосредственно касающимся инфраструктурного положения города на логистической карте регионов, стало участие главы городской администрации Рустема Авзалова в общественном обсуждении стратегии развития Магнитогорской межрегиональной агломерации, которая состоялась в ситуационном центре губернатора Челябинской области. Правительствами Республики Башкортостан и Челябинской области проработаны проекты, которые позволят выйти к международному транспортному маршруту Европа-Западный Китай. Одним из таких проектов является строительство железнодорожного участка Сибай-Орск, который позволит сократить расстояние движения поездов на 150 километров по сравнению с перегоном через станцию Карталы. Скорость доставки грузов, например, до Ирана, уменьшается до 3 суток, до иранских портов Персидского залива до 5 суток. То, что начиналось в 1956 году. В 1956 году был проект, который был получено, был не реализован. Протянули отсыпку, сделали 10 километров, я так понял, да, или 5 километров. И все на этом планомерно в связи, там, в итоге, там, какие-то 80-х годах, 90-х, наверное, годах, в связи с кризисом, в связи с изменением внутриполитическими событиями, не был реализован. Но, тем не менее, актуальность она остается. Почему? Потому что вот этот пояс горнорудных предприятий, в том числе и крупного металлургического комбината. А мы говорим о том, что Магнитогорск — это второй в Российской Федерации по масштабу, по мощности такой комбинат. То есть все мы нуждаемся в транспортных путях для того, чтобы было удобно доставлять грузы, отправлять свою продукцию. И тем самым мы в этом тоже страдаем. Одним из нововведений, нацеленных на выстраивание прямого диалога с общественностью, стал запуск приемной главы администрации на базе социальной сети ВКонтакте. Сообщения горожан, опубликованные в группе, попадают в поле зрения администрации городского округа, после чего передаются в разработку курирующих служб. Другой вопрос, находящийся в компетенции у ЖКХ, касался несанкционированных свалок на территории города. Для того, чтобы выявлять нарушителей, впредь будут устанавливаться фотоловушки с возможностью передачи данных в режиме реального времени. Что касается новогоднего оформления городской площади, то оно стартовало с опозданием по причине температурных колебаний, препятствующих образованию толстой кромки льда на городских водоемах. Сегодня работы по оформлению новогоднего городка ведутся полным ходом. Основной тематикой выступают зимние виды спорта. А уже послезавтра начнется установка центральной городской елки. Также в собственность города на днях должны поступить гирлянды, которые планируется пустить на украшение улиц. В завершающей части оперативного совещания были представлены отчеты заместителей главы администрации. Надо отметить также, что 5 декабря на базе бизнес-центра «Деловой мир Зауралья» прошел бесплатный семинар о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. На семинаре выступил представитель налоговой службы ЮНИСУ, начальник отдела по торговле иностранного для компании «Дамир Мухамедяна». Семинар, я надеюсь, прошел плодотворно. Связано это прежде всего, что с 1 января у нас второй этап внедрения контрольной кассовой техники, поэтому, уважаемые предприниматели, не дожидайтесь конца декабря. Как правило, это вызывает ажиотаж. Как правило, в это время не хватает контрольной кассовой техники у дилеров, ну и, соответственно, вызывает проблемы с точки зрения, что после 1 января это со стороны налоговой будут применены штрафные санкции.
На днях введен в эксплуатацию 24-квартирный дом по Кирова-30 общей площадью 955 квадратных метров. В поселке Горный 2 ведется разбивка земельных участков. А в результате прошедшего 6 декабря совещания специалистов Сибайского элеватора и сельхозпроизводителей районов Зауралья удалось презентовать модернизированные мощности предприятия и в перспективе решить вопрос с заполняемостью зернохранилищ на следующий год. Ринат Музафаров, Виктор Краснов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сибайская гимназия с почестями встретила своих героев, победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Для нашего города это особая победа. Ученики гимназии, выступавшие с проектом «Балапандар», стали единственными представителями Республики Башкортостан в Москве. Первый тур – это народное голосование. Конечно, мы прошли через республиканский региональный конкурс, вошли в число победителей. И вот когда в ноябре месяце пришел результат, что Балапандар стали первыми в России, это было что-то ошеломляющее. То ли дрожь, мы не понимали, что нас переполняет, то ли чувство радости, то ли чувство страха. Я очень благодарю администрацию города, в первую очередь благодарю Гузель Ахметовну. За что? За то, что она способствовала принятию участия на данном конкурсе. Получить главный приз победителя – Кубок «Бумеранг» в Москву отправилась Азалия Вагапова. На хрупкие плечи юной, но сильной духом третьеклассницы выпала задача представлять проект от имени всего класса. Как отмечает сама Азалия, такого результата добились только благодаря сплоченной работе всех участников группы «Балапандар». Мы очень радовались, когда узнали, что мы победили. Мамы очень радовались за нас. Мы не можем поверить, что победили, и будем радовать всех на земле своими сказками. Участниками волонтерской группы «Балапандар» являются 29 учеников 3-го Б-класса. Под руководством классного руководителя Рамили Турумтаевой юные школьники разыгрывают настоящие спектакли. Перевоплощаются в героев всеми любимых сказок и радуют своим творчеством зрителей в детских садах, коррекционной школе, библиотеках и приютах. Им, конечно, сейчас по 9, по 8 лет, но хотя их считают самыми юными волонтерами, они начинали еще гораздо раньше, когда им было только по 6-7 лет. В 1 классе мы уже ставили сказку, правда, только перед родителями. В конце 1 класса мы уже стали участниками всероссийской акции «Библия. Ночь», и мы в модельной детской библиотеке ставили первую сказку, но на такую широкую аудиторию, так скажем, «Маршак. Сказка о глупой мышонке». С этими детьми делаем то, чего они больше всего хотят, а они хотят творить добро. Что может маленький ребенок, как может творить добро? Через сказки, ибо они верят, что в каждой сказке побеждает добро. Не остались победители без сладкого стола и подарка. Радушный прием для ребят устроил Рустем Авзалов. На развитие проекта «Балапандар» глава администрации городского округа вручил руководителю проекта и классному руководителю Рамиле Турумтаевой сертификат на 25 тысяч рублей. Сертификат вручается волонтерской группе «Балапандар» МОБы гимназии. Победитель всероссийского конкурса «Доброволец 2018» на 25 тысяч рублей. Ух ты! Для того, чтобы вы в дальнейшем развивали это движение, а у вас был стимул для того, чтобы вам что-то там приобрели для вашей деятельности, и дальше вот оно шло. Александр Фоменко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Ежедневно мост через реку Камышлы-Узяк, что по улице Крупская, пропускал тысячи машин. Безусловно, он был востребован среди автолюбителей, велосипедистов и пешеходов. Через него можно было попасть в поселок Аркаим и на некоторые улицы близлежащего микрорайона. Как любой конструкции, мосту со временем начал требоваться серьезный ремонт. Он не соответствовал требованиям СНИПа по грузоподъемности, по пропускной способности и в связи с износом строительных конструкций не обеспечивал безопасность дорожного движения автотранспорта. Поэтому решено было начать новое строительство моста. Заказчиком является администрация города Сибай. Подрядной организацией является ООО «Инженерные системы»
города Уфа. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу старого моста. До конца года планируется выполнить все подготовительные работы. Сметная стоимость строительства составляет порядка 19 миллионов рублей. Муниципальный контракт заключен 7 ноября 2018 года. Поначалу шло оформление документов, затем подрядная организация производила закупки железобетонных конструкций. Новый мост будет отвечать всем требованиям и будет дополнительно устроены пешеходные дорожки по обеим сторонам проезжей части. Проехать по новому мосту, согласно плану строителей, станет возможно во втором квартале 2019 года. Пока на период работ движение транспорта здесь приостановлено. Городские автобусы поменяли траекторию передвижения. Если маршрут номер 2 от автовокзала едет по улице Кутузова, минуя улицы Крупская и Мирная через остановки Вокзальная, Гаражи, Церковь, то движение 5-го маршрута осуществляется от остановки Уфимская по улице Кутузова до улицы Чайковского с остановкой Дом пионеров на автовокзал. Знак «Проезд запрещен» останавливает транспорт, но он не в силах препятствовать пешеходам, которые напролом идут через территорию стройки, сознательно подвергая себя опасности. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Виктор Краснов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Как выглядит идеальная семья? Как в ней воспитываются дети и какие прививаются ценности? На эти и многие другие вопросы с легкостью могут ответить участники конкурса «100 семей башкирского Зауралья», финал которого прошел в Сибайском государственном башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. Организаторы проекта, редакция региональной газеты «Атайсал» и межрегиональный зональный Курултай Башкир-Зауралья отмечают, что данный конкурс уникален, ведь он направлен на выявление образцовых многодетных семей, сохранивших и приумноживших лучшие народные традиции воспитания детей, ведения домашнего хозяйства, показывающих пример в труде, общественной жизни и достигших успехов в творческой деятельности. Хочется выразить огромное спасибо администрации города Сибай. Они основные спонсоры и организаторы. Я выражаю благодарность и администрациям районов. Отдельно я хочу выделить Биккинова Ядата Усмановича, генерального директора нашего комбината, градообразующего предприятия. Я благодарю, слово благодарности я хочу сказать Римстройцентр, генеральному директору Исмаилову Рафаэлу Ибрагимовичу. Они у нас основные мероприятия. Благодаря им вышла книга, благодаря им мы сегодня проводим вот такой шикарный праздник. В книгу «Букет славных семей» вошли газетные статьи и очерки о счастливых семьях Сибая и всего Зауралья. Отдельное внимание в издании уделено рассказам о семьях, которые прожили в браке 40 и более лет, удостоены медали за верность и любовь. Выступая в ходе торжественного мероприятия, глава администрации городского округа Рустем Авзалов отметил, что такой конкурс важен не только для Зауралья, но и для всей республики. Ведь счастливая и полная семья – это основополагающее современного общества. Когда у нас родилась эта идея этого проекта, мы ставили перед собой цель показать, как много рядом с нами прекрасных семей, в которых царят взаимопонимание, уважение, согласие, забота друг о друге. О таких людях надо рассказывать больше, ставить их пример, учиться у них. Это очень важно, прежде всего для наших детей, для нашего будущего, для нашего поколения. Ведь крепкая и дружная семья – это надежная основа каждого общества и государства. Чтобы принять участие в проекте, семьи должны были соответствовать главным критериям конкурса, а именно полная семья, родители трудоспособного возраста, ведение здорового образа жизни и активное участие в общественной жизни города или поселка. Ну а условий всего два – это подписка на газету «Атайсал» и развернутая характеристика семьи. О том, как готовились к конкурсу, о главных ценностях и достижениях рассказали сами конкурсанты. Конкурс нас заинтересовал, решил поделиться своим опытом, своей семейной историей. И вместе готовились, вместе придумывали статью с бабушкой. Бабушка нам помогала на башкирский язык вот хорошо, красиво изложить, поскольку она педагог. И вот у нас так получилось неплохо. Расскажите, пожалуйста, о составе вашей семьи. Я вижу, она очень большая. У нас с мужем 5 детей.
4 девочки и еще 1 сынок, но сегодня он ответственно пошел в школу учиться. Мы активно участвуем в общественной жизни, благотворительной жизни. Я в группе мамочек, например, уважаемые зрители, убедительная просьба замечательный учитель, выводит детей с телескопом, смотреть на звезды. Дети у нас тоже занимаются активно в разных кружках, тоже имеют грамоты, медали. Ну, то есть у нас самое главное достижение – это наши дети, мы вкладываемся в них. Гран-при конкурса 100 семей башкирского Зауралья 25 тысяч рублей. Получили сразу 5 семей. Это семья Исенбаевых из Зилаирского района, Зайнульных из Абзелиловского, Ахмедьяновых из города Сибай, Кинзебаевых из Хайбулинского района и Шейхметовых из Баймакского района. Всего свои заслуженные награды получили 55 семей. За творческий подход и высокое качество работы, продемонстрированное при освещении проекта «100 семей башкирского Зауралья», дипломом первой степени и денежной премией наградили лучших журналистов. Ими стали Расима Айсувакова, Резида Валеева, Альбина Кудашева и Минсара Хабилова. Спонсорами проекта выступили Сибайский филиал Училинского горно-обогатительного комбината, предприятие «Ремстройцентр», администрация городского округа город Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбулинского районов. Александр Фоменко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Вот уже 3-й год подряд в Сибае проводится турнир по хоккею с шайбой памяти Вадима Аркадьевича Немзорова. Легендарный защитник сибайской команды «Горняк» скоропостижно ушел из жизни осенью 2015 года. Эта трагедия до сих пор болью отзывается в сердцах всех, кто так или иначе причастен к уральскому хоккею. Для любительской команды «Горняк» Вадим Немзоров был культовой фигурой. Играющий тренер. Вместе с ним команда из Сибая выигрывала бронзу, серебро Федерации любительской хоккейной лиги. Человек с большой буквы. Он вел за собой сборную, являясь мудрым лидером, настоящим наставником. Мы проводим ежегодный турнир памяти нашего друга, хоккеиста, тренера, вообще человека добрейшей души Вадима Аркадьевича Немзорова, который стоял у истоков хоккея. На стадионе «Труд» он тренировал взрослую команду, детей начинал тренировать. И вот в связи с вводом Ледового дворца Ирандык он с первых дней здесь работал. К сожалению, вот прошло уже 3 года, мы ежегодно проводим этот турнир. То есть мы первый год проводили, у нас чисто команда играла, одна команда «Горняк», то вот с прошествия 2 лет постоянно хоккеиста добавляется и решили ставку поставить, что больше сибайских команд. То есть играют люди, любители, которые непосредственно знали Вадима Аркадьевича Немзорова, общались с ним, друзья его играют. В минувшие выходные на льду дворца Ирандык по-настоящему было жарко. На открытии спортивного мероприятия присутствовали представители сибайского филиала Училинского ГУКа, спонсоры турнира. Ну а хоккеистов поприветствовали воспитанники Сибайской детской школы искусств и фигуристка Ледового дворца Айгуль Байдавлетова. Турнир памяти Вадима Немзорова ежегодно привлекает огромное внимание и любителей хоккея из числа болельщиков, и действующих спортсменов нашего города и соседнего Магнитогорска. В этом году побороться на льду за кубок турнира изъявили желание 4 команды. Это сибайский «Горняк», «Газпром Альянс» и магнитогорская команда «Спарта». После 2-дневных баталий «Горняк» стал лучшим и занял 1-е место. На 2-м оказалась команда «Газпром», на 3-м «Альянс». Замкнули 4-ку приезжие хоккеисты. Стоит отметить, что подобные турниры, посвященные памяти Вадима Немзорова, проводятся и среди юных спортсменов. Ближайшие соревнования состоятся весной 2019 года. Лиана Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.